По всей республике на сегодняшний день отмечается 550 диализных больных. Цифра растет за счет вторичных специфических поражений обеих почек, то есть осложнений после диабета. В медицине диализ – это процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем. Это называется заместительной почечной терапией. В диализном центре пациенты проходят процедуру 3 раза в неделю по 4-5 часов. Функции почек у них полностью утрачены, поэтому за них выполняет данный аппарат. Это так называемая искусственная почка. Сначала из артерии выкачивается кровь, проходит через фильтр, а потом обратно попадает в организм. Благодаря этому способу продлевается жизнь больного. Одна из пациенток центра уже 4-й год, не пропуская ни одного сеанса, проходит эту очень тяжелую процедуру. Стоит отметить, что люди с 5-й стадии уже на протяжении всей жизни вынуждены поддерживать организм с помощью искусственной почки. Благодаря этой процедуре мы живы. Живы, значит, очистка, кровь чистая, очищается. После диализа человек вообще целый день лежит дома. Очень сложная процедура для организма, для человека, который бы. И сам процесс, то, что он через день будет входить в больницу, ложиться, да, это тоже стресс. В Центре современной нефрологии и диализа на сегодняшний день получают процедуру 80 пациентов. По словам врачей, средний возраст находящихся на диализе 50-55 лет. Это люди трудоспособного возраста и в основном с районов республики. Основное осложнение у пациентов, которые на диализе ходят, это сердечно-сосудистые осложнения. То есть это нагрузка на сердечную деятельность. Это получается гипертония. И основная причина, которая привела к почечной недостаточности, бывает сахарный диабет. Поэтому пациенты нуждаются в постоянном наблюдении кардиолога и эндокринолога. Также ежемесячно врачи контролируют анализы больных. На фоне этого назначаем лист процедуры. Это у нас коррекция идет анемии и костно-минеральных нарушений, чтобы не было там кальцификации. Врачи-специалисты выезжают на обследование населения в районы Якутии, благодаря чему выявляют болезнь на ранней стадии. Чтобы провериться на почечную недостаточность, сначала необходимо обратиться к терапевту и сдать анализы. Если в анализах выявляются минимальные изменения в виде появления белка, лейкоцитов и эритроцитов, тогда пациента направляют к нефрологу, и врач выявляет причину заболевания и назначает лечение. Благодаря раннему выявлению можно предотвратить или отсрочить процедуру диализа. Поэтому важно ежегодно проходить медицинские осмотры и сдавать анализы. Светлана Амосова, Джилс Накентьев, Якутск.